Медалью во славу Осетии указом главы республики Вячеслава Битарова наградили схиархимандрита Власия. В этом году одному из старейших клириков Калужской митрополии, духовнику Свято-Панфутьева Боровского мужского монастыря, исполнилось 85 лет. Торжественную церемонию провели в День памяти преподобного Пафнутия Боровского. Делегацию от Северной Осетии возглавил полномочный представитель республики при президенте России Борис Джанаев. Он поблагодарил схиархимандрита за внимание к республике и ее жителям. Разрешите сегодня мне от руководителя Республики Северная Осетия Владимира Вячеслава Селихановича Битарова и от всего нашего многонационального народа Республики Северная Осетия Ваня поздравить нашего дорогого, любимого схиархимандрита Власия с юбилеем. Пожелать ему многое, благое лето. Спасибо вам огромное за все, что вы делаете для нашей республики. Очень много людей приезжают к вам, и вы их окормляете, помогаете, сопутствуете и советуете им в жизни. Нет практически таких людей, кто не знает ваше имя. Спасибо вам огромное. С праздником вас. С днем рождения. К отцу Власию за духовной помощью приезжают со всех уголков страны. Схиархимандрит с благодарностью принял награду и по-осетински признался, как любит Осетию. Я люблю Аланию. Аждабира Уарджин. Ирристон Алания. Да, люблю. Вот. Поэтому я принимаю медаль эту не как свою заслугу, а как молитвы нашей братьи за народ, тот, который благословил мне еще архимандрит Ипполит, передал преемственно печься и окормлять этот народ. В этот же день схиархимандрит Власий получил много высоких наград. Митрополит Калужский и Боровский Климент по благословению патриарха Кирилла вручил ему орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени. Пожелание многолетнего здравия и крепости духовных сил направила и Светлана Медведева. В день памяти преподобного Пафнутия Боровского в Свято-Пафнутьевом Боровском мужском монастыре отслужили праздничную божественную литургию. Ее совершил архимандрит монастыря, митрополит Калужский и Боровский Климент. По окончании литургии вокруг обители прошел крестный ход. После богослужения прихожан пригласили на праздничную трапезу.